35 рабочих мест, средняя заработная плата 24 тысячи рублей. Все это фирма «Зодиак» предоставила жителям Гагарского района. В фирме пекарня и мини-маркет. Здесь самый дешевый хлеб в районе. Впрочем, как и другие продукты. В пекарне используется современное дорогостоящее оборудование, позволяющее продукции соответствовать всем стандартам. Я узнала об инвест-программе в 2016 году, внесла все соответствующие документы и вот по отбору попала. По программе надо было иметь 10% от этой суммы, у меня было строение и кое-какие свои финансовые вложения. Год уже как построили здание. Здесь производственный цех, где производят хлеб, хлебобулочные изделия, булочки, слоеные хачапуры. У нас очень много разновидностей. И при, пекарне мы построили маленький супермаркет. В инвестиционном проекте задействованы 4 крупных российских банка, которые выдают кредиты с 10% ставкой, которая считается льготной. Тем не менее, Министерство экономики республики ведет переговоры с российскими банками на предмет снижения ставки до 7%. 10% на 6,5 лет по бизнес-плану. То есть 10% годовых, это надо было платить за кредит, и 10% нужно было иметь от суммы. На этом строительство комплекса не останавливается. В планах руководства объекта запустить цех по производству макаронных изделий, готовых полуфабрикатов. В этом помещении будет расположен макаронный цех. Оборудование уже куплено, и на следующей неделе отправляется машина за оборудованием. Что входит здесь? Макаронный пресс, тестомешалка, 2 сушильных шкафа, упаковочная машина. Макароны будут разных видов. У нас там 10 видов, 10 форм. Про ценовую политику не могу сказать, потому что цена муки меняется, она варьируется, она поднимается, она опускается, поэтому сказать точно пока ничего невозможно. Но по бизнес-плану килограмм должен был стоить 90 рублей. В общем-то, в магазине у нас самые дешевые цены. Всего по Абхазии профинансированы 10 инвестиционных проектов. 4 из них уже запущены, 4 находятся на стадии строительства, а 2 проекта ждут дофинансирования. Общая сумма инвестиций – 1 миллиард 190 миллионов 884 тысячи рублей. При этом, что немаловажно, создано 135 рабочих мест. В течение 10 лет ожидается поступление в бюджет 250 миллионов рублей в качестве налогов. Все 10 проектов приносят более 350 рабочих мест. То есть, когда все вместе они запустятся, это 350 рабочих мест, средней зарплатой более 20 тысяч рублей. Но это очень хорошо для нашей страны. То есть мы более социальное обоснование проектов пытаемся найти, более как это социально отразится на нашу экономику. Даже не выплаты в бюджет, что, между прочим, в среднем от одного проекта в год составляет около 6-7 миллионов рублей. Тоже хорошо, налоговые выплаты, а больше как это людям по факту поможет. Поэтому такие проекты, где больше людей, больше рабочих мест, конечно, они пользуются преференциями от нас. То есть мы хотим, чтобы люди создавали больше рабочих мест. Всего за 2017 год было подано более 50 заявок от предпринимателей. Из них только 10 проектов получили одобрение. Это связано с тем, что окончательное решение принимает российский банк, выдающий кредит. Программа льготного кредитования действительно эффективна. Это мы можем уже говорить об этом твердо. Мы сегодня с вами находимся на одном объекте. Таких у нас сегодня 10. Они касаются разных сфер агропромышленного комплекса, производства, касаются туризма и прочего. И благодаря реализации этой программы мы четко понимаем, что у наших граждан есть и серьезные идеи в части реализации своего бизнес-потенциала, есть и компетенции, и навыки, которые они могут применить, и на сегодняшний день их сдерживает отсутствие так называемых дешевых денег. И когда эта проблема была частично решена в рамках этой программы, и сумма 1,2 миллиарда рублей была распределена по этим объектам, мы видим, что с большим энтузиазмом и с большой перспективой эти объекты реализуются. Если в будущем мы сможем продолжить такого рода программы и сможем обеспечить население дешевыми кредитными ресурсами, я уверен, что мы увидим большой эффект.
Среди участников программы льготного кредитования компания «Абхазские сады», выпускающая джемы. Она уже вышла на российский рынок. В Гагре открыт тепличный комплекс по выращиванию томатов. В этом же списке Сухумский молочный завод, работа которого восстановлена в полном объеме. В Гулярибском районе строится предприятие по производству колбасных изделий. По программе в Сухуми в Гагре строятся гостиничные комплексы, а в Галском районе идет строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей. У нас старые заявки остались. Вот я буквально вчера там очень много документов, я эти документы все буквально вчера со своими коллегами отсканировал, имеет ли смысл эти проекты еще раз включать или нет. Вот. Но, к сожалению, пока программы как таковой нет. Вот. Мы надеемся, что она будет. Мы сейчас ведем переговоры, Министерство экономики ведет переговоры с администрацией президента Российской Федерации на возможность повторения такой программы. Да? Но пока никаких новостей, к сожалению, нет. Но мы пытаемся путем, вот у нас помимо этой программы есть еще несколько. Вот этими путями пытаемся поддерживать наших производителей республиканских. Например, у нас есть программа поддержки экспорта. На сегодняшний день активно ведутся переговоры между Министерством экономики республики и администрацией президента России о продолжении программы льготного кредитования в Абхазии. Рената Шакай, Саид Гухава, Абхазское телевидение.